Здравствуйте! Предлагаю следующие 5 минут поговорить о вторичной безграмотности. Так называют безграмотность при очевидной информированности, осведомленности человека. Ну а появление этого, можно сказать, феномена связывают с появлением обильного количества баз данных в интернете. В том числе в виде рефератов, сочинений, курсовых дипломов, и дипломных работ и так далее. Ну, собственно говоря, в наличии вот этих баз данных ничего плохого нет. Другой вопрос в том, что останется у человека в голове, ну или в душе, если речь идет о каких-то гуманитарных вопросах, после того, как он овладеет всей этой базой данных. На этой неделе в Якутске прошла всероссийская выставка «Информационные технологии в образовании». На ней работали и студенты. Вот в интернете готовые рефераты скачиваешь, когда нет? Было дело, скачивал. Просто, как сказать... Там ситуация была какая-то или да, так систематически? Когда не успеваешь, то бывает, иногда приходится с интернета скачивать. А так просто можно закачать несколько рефератов, смотреть и по образу и подобию делать свой реферат, составлять из нескольких, допустим. Все равно нужно обрабатывать информацию. Как правило, я скачиваю какой-то реферат, а потом дорабатываю. Переделываешь? Да, какими-то своими знаниями из книги, что-то свое добавляю. А вообще у вас в институте такие вещи приветствуются, когда ты готовый откуда-то уже берешь? Или это наказывают за это, нет? Как правило, меня никогда не наказывают. Но я переделываю очень сильно. Но так не знаю. Оба моих собеседника работали на стенде своего вуза. Наверное, они творчески подходят к тому, что скачивают из интернета. Ну, как, впрочем, и другие участники этой выставки. Вот как, например, этот ученик, школьник Сунтарской школы, который посвятил своей первой учительнице программу по математике. Но это своего рода сливки школярства. А вот что творится в массовой школе. Многие научились, вместо того, чтобы трудиться и получать нормальные знания, вытягивать из интернета различные, тексты по литературе, сочинения, изложения, по географии, по биологии, по химии и так далее. Выдают как за собственные труды и требуют высокую оценку. Речь идет о том, что теряется смысл оценки как таковой, как оценки знаний. Учеников больше интересует не приобретение знаний и сами знания, а получение высокой оценки. Причем часто очень, тексты, которые получают из интернета, вытягивают из интернета, пересказать и объяснить ученики не могут. Это свидетельствует о том, что механически воспроизводят, вытягивают текст, скопируют готовое и даже не задумываются над тем, что, для чего это нужно, что им это дает. История повторяется. В свое время, когда в школах появились калькуляторы, у школьников появилось искушение не учить таблицу умножения. Теперь появились базы данных, и у студентов, и у школьников появляется искушение не понимать, что в конце концов они изучают и что происходит вокруг них. Достаточно, по их мнению, знаний и информированности, осведомленности. С тем, чтобы бороться с этим искушением новых школяров, преподаватели некоторых центральных вузов вынуждены были даже изобрести специальные компьютерные программы, с тем, чтобы можно было с их помощью изобличать подопечных в бездарном компилировании чужих знаний и мыслей. Ну а на Западе тем временем, можно сказать, решили эту проблему кардинально. Там понизили статус диплома. Ну, то есть при приеме на работу, конечно же, на диплом посмотрят, однако примут решение, брать человека, молодого специалиста или нет, только после того, как поймут, что он из себя представляет. Увы, у нас пока до этого еще далеко. Статус диплома по-прежнему очень высок, как и высшего образования вообще. И можно даже сказать, что на диплом молятся. А если у человека и несколько дипломов в высшем образовании, так считается, что он вроде бы как вообще уже искушен во всех областях, и его статус резко повышается. Хотя на самом деле это не так. Вот до тех пор, пока статус диплома нашего высшего образования будет оставаться именно таким высоким, видимо, и будем мы сталкиваться сплошь и рядом с так называемой второй безграмотностью. До свидания.